Мы рады сегодня приветствовать Иванову Инну Васильевну, руководителя проекта «Школа управления» Академии просвещения, федерального эксперта в области подготовки управленческих кадров. Инна Васильевна, как вы находите наш город? Вы знаете, пока у меня не было достаточно времени, чтобы пройтись по улицам города, посетить какие-то парки, достопримечательности. Единственное, что я успела сделать, это посетить набережную. Первое впечатление у меня о городе очень благоприятное. Мы бы хотели услышать, с чем вы приехали к нашим педагогам? Немножко содержание ваших выступлений. Значит, основная тема – это, конечно, сейчас подготовка, повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций. Почему я делаю акцент на управленческую команду? Потому что сейчас, как никогда, школа находится в ситуации постоянных изменений, условий многозадачности, ситуации неопределенности. И руководителю образовательной организации решить вот такой огромный спектр задач с ограниченным ресурсным обеспечением и в какой-то короткий промежуток времени достаточно сложно. Сейчас очень важно формировать профессиональную команду, которая готова оперативно сработать на достижение результатов по разным направлениям деятельности школ. И, конечно, этому нужно учиться, начиная от команды образования и заканчивая узкими специальными темами по направлениям развития образовательной организации. Собственно говоря, эти все направления озвучены в рамках федеральных проектов, национального проекта образования. И, в общем-то, на сегодняшний день это отправная точка для разговора с руководителями образовательных организаций и с управленческими командами школ. Какие перспективы развития, перспективы сотрудничества с институтом и школами-участниками проекта вы видите? Вы знаете, сейчас сетевое взаимодействие в рамках развития и повышения квалификации, развития школ, повышения квалификации, оно, мне кажется, очень-очень актуально. С точки зрения того, чтобы сконцентрировать ресурсы для решения той или иной задачи, вот такое сотрудничество крайне необходимо. Оно будет полезно и нашей Академии просвещения, оно будет полезно и Институту развития образования, потому что мы можем соединить вот эти вот ресурсы, возможности каждой из организаций и сработать наиболее эффективно на решение той или иной задачи. 2019 год юбилейный для института. Нам исполнилось 80 лет. Пару добрых слов, пожеланий. Да, я с удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые, наверное, к вам сыпятся с начала 2019 года. И дай Бог, чтобы они продолжали поступать в адрес вашей организации. Мне хочется пожелать, конечно же, развития, которое приведет к успешному реализации каких-то проектов, которые намечены. Я знаю, что сейчас и инфраструктура, и содержание образовательных программ, деятельность института, оно меняется, развивается, и время достаточно сложное для института. Поэтому мне, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы вот этот переломный период институт преодолел успешно и был очень востребованным и ценным ресурсом для всего региона. Спасибо большое вам. Мы очень рады, что смогли с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо.